Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и два договора о дружбе и взаимопомощи. Подписание состоялось в Екатерининском зале Кремля, где ранее днем на расширенном заседании Совета Безопасности президент обсудил с членами Совбеза возможность признания. От имени самопровозглашенных в 2014 году республик договоры подписывали их главы Денис Пушилин за ДНР и Леонид Пасечник за ЛНР. О том, что происходит в международном поле, как это может отразиться на нашей республике, мы сегодня поговорим с политологом-международником, главным редактором газеты «Саха-Сире» Чокуром Гаврилевым. Чокур, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, помимо того, что ты сейчас главный редактор, у тебя еще есть блог на дневниках, да, где ты часто пишешь на международные темы и ведешь свою программу у коллег на НВК, на якутском языке. Но сегодня вот для русскоязычной нашей аудитории, надеюсь, расскажешь по-русски. Давайте разберемся, что произошло, почему Россия признала эти республики. Ну, необходимо признать, что к этому признанию мы шли долго. Имеется в виду сама ситуация и вот последние события, которые происходили в Донбассе, привели к тому, что мы вот признали независимость этих государств. Для чего это делается? Да, вот неоднократно подчеркивали, и Владимир Владимирович тоже об этом вчера выступал. Ну, для нас, то есть как бы для жителей России, для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы какая-то гуманитарная составляющая есть. Это права человека, это защита наших граждан. Вы же знаете, что 800 где-то тысяч человек уже получили паспорта Российской Федерации. И кроме гуманитарного аспекта, конечно, есть вот приближение НАТО к нашим границам. Об этом неоднократно мы тоже подчеркивали. Это давно еще Владимир Владимирович выступал на Мюнхенской конференции. Говорил, что расширение НАТО на восток – это как бы очень опасно с точки зрения нашего государства, безопасности нашего государства. Но вот НАТО все расширялось, и в конце концов дошли до того, что вот два наших бывших братских республики, Грузия и Украина, заявили, что они туда поступят, ну, их включат. Даже были подписаны договора, и в конце концов речь шла до того, что вот Черноморский флот, который у нас в Крыму стоит, так, а также вот все события 2014 года и вот нынешние, они взаимосвязаны. Мы давали какое-то время, ну, как бы даже, чтобы Украина вот решила вопрос с этими республиками, имеется в виду в мирном путем. Там был договор, Минский договор, и там конкретно прописано, да, вот какой этап, что они должны. Ну, во-первых, украинские власти, они, к сожалению, не смогли пойти на так называемую федерализацию. Видимо, их все-таки не пускают вот, националисты. Ну, даже Зеленский, он, даже если как бы хотел бы, может быть, он не может, потому что сразу его как бы вытурят, да, оттуда, с власти. Проблема в том, что сама вот украинское государство, она подпитывает вот такие националистические настроения. И видя, что вот русскоязычные граждане, они там могут какие-то права получить, вот, видимо, они откладывали. Ну, откладывали, до того пошло, что, ну, как бы их поддерживают американцы, снабжают оружием, и Россия как бы объявляется, в кавычках, с их стороны агрессором. В итоге получается так, что ситуация стала очень подвешенной. То есть вот эти люди... Причем о возможности ведь нападения России, да, на Украину начали же писать на Западе. Да, вот начали писать конкретные даты, даже объявлять. И в конце концов как бы ситуация, как нарыв, он образовался. И, ну, я не скажу, что вот как бы... Это было сиюминутное решение, наверное, да. Все-таки, наверное, думали, да, как быть. И в 2014 году не признали, но все-таки какой-то шанс украинской стороне давали, да. В 2015 году уже была подписана этот Минский договор. Минский договор. Да, то есть, получается, 7 лет. Да, 7 лет. Вот они, бедные люди, жили действительно в подвалах. То есть непонятно, они... Ну, украинская сторона как бы их фактически бросила.
не финансируются социальные, пенсии и так далее. Должны были переговоры быть с ними, да, как бы с сепаратистами, так можно сказать. Но вот их конкретно не признают, и из-за того, что они не признают, то пришлось вот вмешаться России. Там был нормандский формат, какие-то обязательства взяли на себя вот Франция, Германия, Украина. Но вот из-за того, что вот гуманитарная ситуация и расширение НАТО, да, вот я вот хотел дополнить, да, как бы с одной стороны, если бы вот Украина, она стала членом НАТО, который вот неоднократно бравируется, подчеркивается, то это угрожает нашей безопасности. То есть вот два аспекта, это гуманитарный, первее всего стоит, мы людей должны своих защитить, и второе, вот для нашей безопасности мы должны сделать так, чтобы вот никаких сомнений не было, что мы свои права будем отстаивать с точки зрения геополитики. С точки зрения того, чтобы больше, ну, красная линия переходит по Украине, я писал, блог такой у меня был, ну, что дальше уже как бы они, западные страны, не должны к нам, к нашим границам выдвигаться. То есть это последняя линия, а позади как бы Москва, как говорится, мы поставили красную линию, сказали, что НАТО не должно дальше продвигаться, никаких заверений там со стороны Запада не было, коллективного Запада, только говорили, что давайте подумаем, там переговоры, несколько раз прилетали вот Макрон и так далее, но ВОЗ и Нины там. То есть вот эта все составляющая, она вот как бы идет к тому, что вот мы признали. И думаю, что это действительно правильный шаг. Кстати, вот говорят же, что там вот Россия объявит войну, нападет 19 февраля, даже в декабре даже про это писали. А на самом деле это же лучше, чем война. То есть признание вот ЛНР, ДНР. Это лучше, чем, ну как бы более-менее такая ситуация, может быть, для Запада, может быть, даже в кавычках, может быть лучше, чем вот они даже предрекали. На официальном уровне же они говорили, что нападет, но Россия не намерена нападать. Она только намерена защищать и защищаться. Но Украина ведь говорила не раз о своем намерении вступить в НАТО, но и Грузия говорила, и НАТО, ну, несмотря на то, что были тоже договоренности о том, что НАТО не пойдет на восток дальше, да, сейчас они говорят о том, что там любой может вступить в НАТО. Да, по идее, да, если так взять, то у них как бы, почему говорит Путин о том, что вот два этих ситуации взаимосвязаны? Конечно, любой может вступить, любой альянс, но он не должен поступиться ценой безопасности других государств. То есть, скажем, например, если бы Украина входит в НАТО, но из-за Крыма у нас что-то бы произошло бы, потому что они же говорят, Крым мы обязательно возьмем, то эта ситуация как бы угрожает безопасности Европы. Потому что раз союзники, то они должны, как бы, ну, в простонародье можно сказать, они должны впрячься за свою как бы страну, государство НАТО. Да? И вот тут правильно подмечено, что вот коллективная безопасность, она не должна быть в угоду какой-нибудь одной страны. И ведь в НАТО, по идее, прописано, что если государство имеет какие-то конфликт по территориальным вопросам с соседним государством, то их не должны принимать в НАТО, ну, потому что следуют там вот такие шаги. Но несмотря на это, несмотря на то, что вот такие вот как бы есть документы, якобы, все равно они стоят на очереди, да, стояли на очереди. Вот, кстати, Грузия. Почему? Вот Грузия, ну, 2008 год, тоже похожая ситуация была, но там грузинские войска как бы направились в Южную Осетию, и сразу признание вот Абхазии, ну, Южной Осетии и Абхазии. Да. Вот это тоже похожая ситуация, конечно, но там немножко была предтеча другая, потому что нападающей стороной были как бы грузинские войска. Кстати, наверное, вот они почему пошли туда, скорее всего, вот, чтобы не было как бы этих противоречий, ну, чтобы целостное государство сделать и потом спокойно вступить в НАТО. Наверное, вот кто-то все-таки подстрекал, может быть, их Саакашвили к таким военным действиям.
Мгм. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в мессенджер WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Чокр Николаевич, вот а какие последствия вообще признания Луганской и Донецкой республик будут для страны в целом? То есть сейчас мы сегодня уже в течение дня видим заявление, что там Франция не одобрила, Турция не одобрила. Какие будут Ну, последствия? вот некоторые, наверное, спрашивают, а будет ли война, да? Мгм. Я думаю, что как таковой войны не должно быть. Почему? Потому что признание делается как раз для того, чтобы этой войны не было. Потому что если Россия подписала соглашение о сотрудничестве и безопасности с этими республиками, то мы как бы должны за них стоять горой. То есть, если нападение на них подразумевает как бы нападение на Российскую Федерацию. А все-таки наши воинские подразделения и войска, они являются примером, ну, как бы их боятся даже, да, скажем, как бы в других странах, то вот как раз этого не должно быть. Ну, я надеюсь, что у украинского руководства хватит ума и как бы стратегического мышления, что вот они не будут нападать, и вот то, что сейчас происходит, обстрелы там и так далее, друг другу стреляют, вот это должно прекратиться, я думаю. А с точки зрения вот экономических санкций, да, они, конечно, будут, да, и мы не знаем, да, вот, объем санкций и так далее, но надо признать, что мы и так живем как бы в санкциях. Там сегодня из-за новичка, там вчера объявили и так далее. То есть санкции, они были, есть, пока Крым наш, они всегда будут. Из-за признания тоже последуют санкции. Но вот вчера же Медведев, председатель Совета Безопасности, сказал, ну, как бы свою надежду, что со временем эта ситуация исправится. Во-первых, мы сами научимся жить в этих санкциях. Во-вторых, накал какой-то спадет. Все-таки Россия не какое-то маленькое государство, как КНДР даже, например, да, или там какое-то среднее государство, как Иран, оно все-таки большое, да, евразийском, занимает большое там пространство в евразийском пространстве, и все-таки у нас ресурсы, нефть, газ, да, они все равно где-то должны покупать. Ну, наверное, скажут, там заморозим Северный поток, понятное дело. Грозятся, что отключат SWIFT, но вроде бы тоже не хотят, потому что это ударит зеркальным образом на всю систему тоже, да, экономики в целом. Конечно, они не рады, что так произошло, но все-таки я же повторю, что это лучше для них, потому что это лучше, чем какой-то конфликт, ну, как военное столкновение. Наоборот, это делается для того, чтобы вот сохранить мир. Мы можем так сказать. То есть для самих жителей этих республик Да, это какое-то вот, да, гарантия воздух, безопасности да, какая-то, гарантия да? безопасности. Я тоже вот смотрю сюжеты, особенно РБК мне вот нравится в последнее время. И там как раз показывают людей, которые вот там живут. Ну, раньше у них бизнес был на Украине, живут, работают, но все-таки вот говорят, а что нам делать? Ну, до этого говорили, да, что нам делать? Чисто их как бы жалко было, а сейчас они конкретно будут интегрированы, имеется в виду с экономикой России. Мы будем официально их поддерживать уже с точки зрения договора. Люди будут работать, могут свободно передвигаться. Да, то есть это для них как бы спасение. Ну, видели, наверное, как люди радуются. Но это, конечно, не как был Крым, да, бедные все-таки сколько лет, 8 лет примерно они вот, как бы жили в подвешенном состоянии. Для них это очень хорошо. Ну вот вообще геополитика последних лет такая динамичная, да, последнего столетия. И это вот не первый такой случай в истории, когда государство кем-то признается, кем-то не признается. Вот вы сами упомянули пример с Южной Осетией, с Абхазией, да. Есть эти другие примеры, тот же Тайвань, тот же турецкий Кипр, да.
Вот, а есть ли такие вот примеры, когда сначала государство признавалось небольшим количеством государств, а потом уже? Нет, таких примеров, к сожалению, как бы нет. Мгм. А эти страны становятся, вот их говорят псевдонезависимые, да, как бы говорят, потому что Мгм. типа большинство они признали. Вот Мгм. ситуация, кстати, с турецким Кипром тоже очень как бы схожая немножко, да, Мгм. потому что из-за переворота хунты в Греции в Кипре началась как бы тоже война, некоторые говорят геноцид, ну, турки говорят, это геноцид начался, ну, как бы между греками и турками, киприотами началась война. Мгм. Из-за того, что там националисты пришли, тоже как бы греческие националисты, а, турецкая армия в 1974 году высаживается на этот остров, Мгм. половину острова они берут, и там признают независимую республику Кипр. Мгм. Сейчас как бы проходят переговоры, те говорят, давайте объединяться, какие-то там свои эти ну, точки соприкосновения хотят найти, но пока вот все стоит на таком уровне, да. В Мгм. принципе, они готовы как бы соединиться, но все-таки тут тоже геополитика, политика, Турция с Грецией тоже не ладят, и в итоге Мгм. вот все это так происходит. И, кстати, вот когда они заходили как бы в эту Кипр, да, вот ее признала только своя Турция только признала, и никто это как бы государство не признает. Мгм. Наверное, с той стороны говорят, что это типа оккупация, но турки говорят, что мы действовали по Конституции. Там было написано, что если в случае там каких-то военного переворота и так далее, в принципе, турецкая армия может туда войти. Как бы с Мгм. юридической точки зрения они тоже со своей стороны вот правы получается. А Мгм. сейчас вот они тоже не признают такое же право у Российской Федерации. Мгм. То есть всегда вот есть как бы зеркало, да, и ну, когда они правы у себя, могут сказать, что вот там неправы, как бы вот такое тоже. Двойные стандарты, говорят. Мгм. Ну и вообще, когда националисты приходят к власти, сложнее всего становится вот тем Да, людям, которые остались на да, территории другой. да. Потому что, допустим, те же греки, которые с турецкой части Кипра, это, ну, как бы положение их Да, да, незавидное, да, да, прямо да. скажем, да, и практически в такой же ситуации оказались жители как раз вот Донбасса и Луганска. Донбасса и Луганска, да, которые в массе своей русскоязычные, считают себя русскими. И вот политика государства, конечно, должна быть такая, что перемирить, да, пойти на уступки, Мгм. разрешить, вот действительно, пускай ну, будет какая-то федерация, да. Мы же Мгм. живем в Российской Федерации, Республика Саха. У нас язык свой есть, говорим на родном языке. А почему вот там они вот не могут как бы уступить Мгм. кое-где, но зато у них государство было бы такое цельное. А сейчас Мгм. из-за того, что никто никому не уступает, Мгм. Минские соглашения положили на полку, под сукно положили. Мгм. В результате того вот действительно люди страдают. Мгм. В последнее время часто фигурирует такой термин, как гибридная война. Вот это можете расшифровать, рассказать, Ну, что это гибридная такое? война, скорее всего, она давно как бы была. Мгм. Например, если взять Афганистан или там Мгм. Вьетнам, или Корею даже взять, то, в принципе, например, в Афганистане мы воевали с маджахедами, Мгм. но их стингерами снабжали Соединенные Штаты Америки. Это как бы получается не прямое боестолкновение, а как бы через людей Мгм. На другой территории. на другой территории, да. Ну, обвиняет то, что Россия там гибридную войну устроила или устроит, или чуть ли не танками войдет в Донбасс, или захватит Украину. Там же карты рисовали, да, вот Мгм. захват и так далее. Но гибридная война, она идет как бы, может быть, у некоторых в умах, да, вот, Мгм. западных. И когда говорят о том, что принцип самоопределения и принцип целостности государств, вот два принципа, они всегда друг другу противоречат. Мгм. И надо найти золотую середину, чтобы народ самоопределился Мгм. и как бы жил в этом государстве. Потому что благодаря ему дали федерацию, автономию,
какие-то культурные свободы, говорить на родном языке, изучать свой родной язык. Вот это как раз и когда вот самоопределение и суверенитет государства, вот оно как бы стыкуется и начинает жить вместе. Мгм. Тогда получается, что все вот дипломатические меры регулирования конфликта, они уже были исчерпаны, да? Получается так, что вчера тоже вот наш министр иностранных дел Лавров говорил, я не думал, что он как бы станет ну, сторонником, как бы, потому что дипломаты всегда ищут какую-то ну, долику правды, что может быть отступить, там подождать, там, да. Но раз он дипломат, говорит, что все исчерпано, давайте признавать, он же поддержал вот решение, да, то считаю, что действительно они бы тянули резину, ну, вот так бы сказать. А ситуация бы не ухудшалась, Запад бы говорил, что нападут, нападут, потом ну, Украину бы снабжали оружием, а те-то люди живут в таких условиях, ну, сложных условиях, да, и когда-нибудь возникло бы вот реальное столкновение бы. Ну, непонятно же, как происходит так. Ну, обстреляют друг друга, говорят, вот вы обвиняют друг друга, кто стрелял. И в итоге можно вот попасть в какую-то большую, ну, как бы региональную войну. Мгм. Но вот с другой стороны, признание таких территорий, ну вот как вы сказали, как вы это обозначили, государства, которые они все признают, Да, непризнанные государства. непризнанное государство, да, вот, допустим, там с тем же Тайванем, да, Мгм. какая история, если Китай до сих пор считает его Да, своей да. частью, а, но при этом там как бы ну, кто-то, часть стран признает Тайвань, да, отдельным государством, но, по крайней мере, там нет между ними никакого вооруженного там конфликта, да. А если взять в пример, допустим, ту же Ирландию, Северную Ирландию, да, я говорю, а, там нет такого непризнанного государства, но тем не менее там есть вот эти вот боевики ИРА, печально знаменитые, да, Ирландская республиканская армия, которые вот, ну, Я вот не зря говорил, да. что вот как бы принцип самоопределения государств и принцип целостности суверенного государства, он был превалирующим когда вот Косово признали. Так? До этого, в принципе, все государства принимали вот это, что государства неделимые, и только вот колониям, бывшим колониям, давалось такое право ну, стать суверенным государством. А потом, когда у нас вот Югославия и Советский Союз распались, они как бы распались тоже по согласованию как бы сторон, у Югославии была война, и там в Конституции было закреплено, что в принципе государство может выйти из состава Союза. То есть тут тоже как бы никто вот этот принцип целостности государств не нарушал. А когда бывшая автономия Косово, ну после войны, правда, она стала независимой, и ее все признали, да, получается, они открыли ящик Пандоры. То есть раньше автономии никогда не признавались, ну, по крайней мере, большинством государств такими государствами, потому что считалось, что они уже свои права самоопределения внутри вот этого государства в виде автономии они приняли, да, как бы получили. А сейчас с точки зрения вот тоже Абхазии, тоже вот ЛНР, ДНР, они вот не признают, потому что вот говорят, типа нарушили целостность государства. Вот такой стандарт. Косово признаются, а как бы другие вот не признаются. Да? Но, несомненно, тут есть опасность некая, что вот этот принцип тоже не должен преобладать, потому что войны как бы начинаются все оттуда, да, кто-то скажет, я хочу самоопределение. И, кстати, вот все вот Ира, Баски и так далее, они вот такие вялотекущие конфликты, даже курды в Турции, например, да, они ведь как бы вялотекущие и не такие масштабные, как конфликт, когда вот бывшая автономия может быть как бы уничтожена, и там люди начинают терять свои права. Это совсем другие весовые категории. Поэтому вот тут, когда вот эти два принципа стыкуются, то, по идее, международное право вот должно все-таки смотреть, как автономиям бывшим, да, как принцип самоопределения наций будет давлеть или там с принципом суверенитета государства.
Но тут надо сказать, что в последнее время, вот я говорил, что раньше так было, в последнее время все-таки права человека, оно становится как бы во главу угла. Почему американцы там вошли в Ирак, например? Почему американцы вошли в Ливию? Да? Ну, и американцы, я утрирую, там, объединенные войска. Там же вот права человека нарушались и разбомбили вот как бы убрали плохого Саддама, но сейчас Ирак как бы гражданская война там. Ливию убрали Каддафи, и тоже гражданская война идет. То есть вот из-за этот принцип они себе как бы нарисуют, но когда Россия объявляет, что надо их защитить, вот своих как бы граждан даже, да, то они почему-то говорят, что это вы нарушаете международные права. Ну, то есть это политика двойных стандартов, Двойных да, стандартов, налицо? Да. Что действительно, если Kosovo можно, Мгм. Абхазия нельзя, да? Мгм. Вот принцип двойных стандартов, и все-таки Россия почему вот идет по пути признания вот этих государств? Я еще раз скажу, чтобы сохранить, чтобы они вот сохранить там народ, чтобы жили там нормально. И во-вторых, все-таки показать, что оно, НАТО, не должно соваться в наши как бы ближайшие зарубежье, да? Вот ближнее зарубежье, говорят, ну это уже другой термин. Раньше говорили, что ближнее зарубежье есть такое подбрюшье России, и туда никто не совался. Ну, во времена, скажем, Ельцина, да? Считалось, что это Россия должна там управлять, там должны сидеть, ну, как бы не управлять, а вот взаимодействовать, да? Например, никто же не будет... Зона влияния, так скажем. Вот, зона влияния, да. Никто же не будет, например, с Мексикой договариваться, ну, и там какие-то вот свои войска отправлять. Потому что это как бы зона ответственности американских. Есть даже доктрина Монрео. Вот попробуй то туда соваться, все, американцы как бы обидятся, и там действительно начнутся боевые действия. А когда мы заявляем о своих вот интересах, да, в странах, государств, с которыми мы дружили давно еще, были нашими как бы братьями в одном российском советском государстве. Ну и вообще исторически были одним государством да. всегда. И почему-то считается, что мы должны как бы вот свою доктрину как бы не использовать. Тем более соседи. И какая-нибудь все равно война, мы туда даже все равно бы втянулись бы. Вот даже Крым, да, референдум, все равно там что-то бы произошло, и все равно бы Россия волей-неволей бы туда втянулась бы. Ну, тут... Это меры как бы, наоборот, противодействуют вот плохим как бы прогнозам, противодействию плохим прогнозам, можно так по-простому сказать. Но если в случае с Крымом это было все-таки принятие его в состав России, то сейчас надо подчеркнуть, что это просто признание независимости. Это не принятие их в состав Это не России. принятие в состав России, это чисто поддержка, и чтобы дальше люди жили нормально. А как вы думаете, санкции, вот какие последуют еще новые? Экономические, еще какие-то? Ну, конечно, экономические санкции, да, ну вот доллар сейчас вырос, акции упали. Какое-то время, конечно, нам, наверное, надо будет жить в таких условиях, когда, вот, например, запретили, и там японцы говорят, что хотят микропроцессор, чтобы нам не продавать, ну, например. Но я говорю, что если даже вот дверь на Запад, например, закрыта, понятное дело, но мир же не такой однополярный, да? То есть и у нас есть и другие государства, которые претендуют на роль мирового господина. Ну, в кавычках, да, это Китай растет. В принципе, мы можем те же процессоры, например, если что, покупать там, в Китае. С одной стороны, вот американцы или другие геополитики боялись, что вот конфронтация России с Западом как бы наоборот сближает Россию и Китай. Вот был такой Бжезинский геополитик. Он всегда говорил, что надо отделить вот три государства от России, чтобы они были независимы
от России, и их пичкать как бы вооружением, поддерживать, да, это называется ключевые государства. Это какие три? Это великая шахматная доска, он такую книгу написал в 1999 году. Я прочитал, аж удивился, и когда вот цветные революции же произошли, они же произошли именно по этим государствам. Считается, что Украина, ну, надо... То есть во-первых, Украина, Грузия? Украина, они считали, что это, во-первых, Украина. Без Украины Россия уже не та Россия. Вот так говорили. Россия это не империя, она будет маленькой, слабой и так далее. Так? На Кавказе они ориентировались на Азербайджан. Ну, так как они с Турцией похожие как бы государства, языка почти одинаковый, но вот почему-то они как бы в последнее время Украина стала. А в Средней Азии они хотели поддержать и опираться на Узбекистан. Казахстан считали, что там это уже как бы пророссийские, там русскоязычные тоже много, Киргизия маленькая, и поэтому вот более-менее населенные вот три государства, они должны быть независимы от России, они должны быть прозападными, и вот революции все вот оранжевые это произошли именно там. То есть это считается целенаправленная как бы политика, геополитика, чтобы Россия не давлела над Евразийским большим полуостровом. Считается, что вот всегда, даже вот если даже Советский Союз, там идеология же была, да, но считается, что вот всегда две силы борются друг с другом. Это сухопутная держава и море. То есть море это островные государства, и они всегда борются за вот, берег, да, за берег. Кто будет владеть берегом? Ну, утрирую так. И поэтому вот война в Афганистане, какие-то проблемы вот в Восточной Европе Советским Союзом всегда вот были сдерживать Советский Союз. То есть сейчас оно преобразовалось сдерживать Россию. Чтобы Россия опять не стала сильной, чтобы Россия опять не давлела на евразийское пространство, чтобы вот как раз наши сферы интересов, они вошли. Там же большие ресурсы, нефть, газ, там в Средней Азии, труба проходит, например, из Каспийского тоже нефть большие качают. А Украину, чтобы как бы отделить Россию от... Поэтому и вот англосаксы, я говорю, что англосаксы хотят, чтобы отделить Россию от Европы. Вот путем нагнетания этой истерии, путем того, что нас называют агрессором, и в конце концов, например, наши вот те же немецкие вот друзья, которые хотят Северный поток получить, да, к себе, они будут говорить, что вот типа давайте как бы приостановим, там, закроем, потому что англосаксам невыгодно, чтобы Россия сотрудничала с Европой, особенно с немцами, чтобы не было вот союза двух континентальных государств. Так говорит. Ну, это геополитика, так говорят. И сейчас получается так, что вот действительно англосакская вот истерия, они действительно через Украину, получается, хотят отделить и отделили, настроили, скажем, старую Европу против России. Вот такое еще мнение вычитала. Политолог Николай Петров считает, что признание ДНР и ЛНР – это игра на нервах. Белый дом играет в одну игру со значением даты войны, Кремль и Путин в другую. Его задача – заставить Запад нажать на Зеленского, чтобы тот выполнил Минские соглашения. Да, есть какая-то правда, да, потому что я тоже, когда вот, получилось вот событие неделю назад, я писал, что у нас остался козырь, последний козырь, признание ЛНР и ДНР. Да, это как бы этот козырь, я думал, будет вот играть как бы в переговорах в положительную сторону, что можем признать, так? Но видите ли, этот козырь уже вытащен, мы этот козырь положили, мы признали. Дальше, как говорится, отступать некуда, дальше уже, может быть, даже как бы при плохом обстоятельстве, то может быть как бы даже война произойдет. Но надеюсь, вот опять же говорю, у украинского руководства хватит ума не злить Россию, а западным партнерам, в кавычках партнерам, хватит ума не подстрекать на эту Украину. То есть получить данность уже, как уже мы признали ЛНР, ДНР, что мы будем их защищать горой.
И не стоит, конечно, на этом злить и принимать еще какие-то поспешные решения, как бы принимая или в НАТО Украину, или снабжая Украину оружием и доводить до крайности. Это вот действительно мы играли, может быть, как бы, ну, силой. Мы намекали, что так произойдет. Мы выдвигали свои условия, мы же выдвинули условия. Но Запад не принял, ну, раз они не принимают, то приходится идти вот таким путем. Ну, чтобы показать, что мы не блефовали, Да. а готовы действительно какие-то действия предпринимать, да? Ну что ж, спасибо. Время программы уже подходит к концу. Спасибо, что пришли, так обстоятельно все объяснили. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.